От героя к герою со знаменем победы. Под таким девизом Русское географическое общество, Единая Россия и Российская экологическая партия провели экспедицию на снегоходах по территории 4 районов республики – Чишминского, Давлекановского, Альшеевского и Миякинского. 12 участников на 6 снегоходах стартовали из села Кляшево, родины героя социалистического труда, народного поэта Башкортостана, фронтовика Мустая Карима. В местной школе экспедиционеры встретились с учениками. Среди уроженцев села Кляшево немало выдающихся людей. Мустай Карим, известная певица Фарида Кудашева, основатель медресе Галия, общественный деятель Зия Камали, народный поэт Башкортостана Сайфи Кудаш, герой России Риф Сахабуддинов. В местной школе бережно хранят память о знаменитых земляках. В классах каждому из них посвящена отдельная экспозиция. Благодаря юным экскурсоводам гости смогли познакомиться с интересными биографическими фактами из жизни почетных граждан села Кляшево. Из нашего колхоза на фронт ушли 330 человек. Не вернулись 177 человек. В настоящее время жив один ветеран войны – Шапко Николай Макаревич. Кляшевская земля дала миру 2 народных поэтов – это Сайфи Кудаша, а также Мустая Карима. И одну народную артистку Республики Башкортостан и Республики Татарстан Фариду Кудашеву. Из села Кляшево экспедиция по снежному бездорожью стартовала в Давлекановский район, в деревню Калиновка. В годы войны из этой небольшой деревни на фронт ушли почти все взрослые мужчины. Домой вернулось меньше половины. Деревня Калиновка небольшая, где-то около 20 дворов. Из 20 дворов ушло 26 человек на войну. Пришло 12. Остальные, значит, погибли на полях сражений. Ну и, соответственно, вот мы, члены клуба «Рада», совместно с представителями из города Трехгорный, Похлебаев Михаил Иванович, построили вот этот обелиск, посвященный всем 26 нашим участникам войны. Возложение цветов к монументу, фотография на память со знаменем Победы, салют и, конечно, песня «День Победы». Это День Победы, порохом пропах, это праздник со слезами на глазах, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы! И вновь экспедиция отправляется в нелегкий путь. Сегодня ее участникам нужно преодолеть порядка 120 километров по пересеченной местности. Снег под гусеницами снегоходов довольно жесткий, почти лед. Это затрудняет движение. Лесостепь изобилует балками и глубокими оврагами. Каждый раз нужно искать точку перехода. То же самое и с водными преградами. Весна уже заявила о себе, многие ручьи раскрылись, да и на реках лед уже становится опасным. Кое-где приходится переходить и через асфальтовое покрытие автомобильных дорог. Немало приятных сюрпризов ожидало экспедиционеров во время движения по снежной целине. На территории Давлекановского района в степной зоне экспедиция наткнулась на целое стадо косуль, которое безбоязненно паслось в лощине. Кстати, следы этих животных часто попадались на пути следования и позже, на землях Альшеевского и Миякинского районов. Оказывается, в степной зоне у косуль меньше врагов и легче их заранее обнаружить. В лесах поголовье выбивают рыси, да и борьба с браконьерством сыграла свою положительную роль. Настолько приятно, что столько диких животных, потому что меня это очень сильно напрягает. У нас очень много проблем, как в сфере охоты, законодательства и вообще как бы неурегулированности этого вопроса. И иногда страшно становится, что на самом деле у диких животных наших просто нету шансов. И вот за эти 3 дня мы видели стада косуль, мы видели лис, мы видели зайцев вот этих вот диких. Это настолько вдохновляет и впечатляет, что
себя реально почувствовали вот и в лоне природы, и что не все еще потеряно. Раз у нас столько живности, все-таки есть за что бороться, есть что спасать. И приятно на самом деле. Я была этим очень приятно удивлена. Ближе к Шафраново, это следующий пункт назначения экспедиции, степь превращается в зону гор и сопок. Больше хвойных и смешанных лесов. Экспедиционеры на вершине горы Ярыштау. Здесь, по преданию, находится могила мусульманского святого. Вот эта могила датируется 630 годом. Считается, что это пророки Мухаммеда. Их вот в этой части республики, их всего трое. Вот один как раз здесь и захоронен. Дальше следующая такая же гора, Нарыстау называется. Вот это Ярыштау. А следующая гора Нарыстау, там два пророка захоронены Мухаммеда. Впереди еще одна интересная вершина. Одинокая гора, словно индийский вигвам, возвышается над равниной. Самые отважные участники экспедиции решаются взять ее вершину. Говорят, это еще не удавалось никому. Шафранову экспедицию встретили местные школьники. У памятника погибшим воинам прошел митинг. Экспедиция преследует первую какую цель? Для того, чтобы мы с вами уже начали готовиться к Дню Победы. А День Победы – это в России великий праздник, но не только в России, но и в других странах. И вы знаете, мы с удовольствием идем в этой экспедиции второй день со знаменем Победы. И наша основная еще задача – встретиться с учениками, с молодежью. В годы войны здесь, в Шафраново, на базе санатория был организован госпиталь для раненых бойцов. По железной дороге санитарные поезда привозили их сюда прямо с фронта. Здесь находится около 300 могил солдат известных, имена которых установлены. Это те солдаты, кто находился в госпитале во время Великой Отечественной войны, который был на территории Шафранова, открыт в 1941 году. Здесь в основном лечились не просто раненые, а раненые, которые болели туберкулезом. И, естественно, кроме того, что было очень тяжелое время, не хватало ни еды, вообще в стране было очень тяжело в это время, и распространение болезни туберкулеза было достаточно большое. А этот санаторий, это был не просто санаторий, а госпиталь, который лечил этих солдат. Ухаживали за этими солдатами, в том числе и учащиеся нашей школы во время войны. После войны в 1947 году был поставлен первый обелиск захороненным здесь солдатом. И начиная с 1947 года ученики нашей школы, Шафрановской школы, вместе с жителями поселка ухаживают за этими могилами. Можно сказать, что это даже братское кладбище, потому что те около 300 фамилий, которые установлены, они не являются окончательными. Захоронено намного больше людей здесь, потому что первый год войны, 41-й, не велось достаточно подробные списки умерших, снятых с эшелонов, которые проходили санитарные эшелоны мимо станции Шафранова. Их фамилий в этих списках нет, но они здесь точно так же покоятся. Возложение цветов, фотографирование, и снова ревут моторы мощных снежных машин. До темноты участники экспедиции должны добраться до Миякинского района, где в деревне Мини-Устамак их ждут местные жители и школьники. По дороге экспедиционеры делают пару коротких привалов. Ориентироваться на местности довольно трудно. Навигаторы то и дело норовят завести экспедицию в тупик. Тем не менее, спасает то, что в составе экспедиции уроженцы здешних мест. Наконец-то ее участники в селе Мини-Устамак. С 41 по 45 год ушли на фронт 889 человек. Из них 389 не вернулись. Вот список. Горько, конечно. Почти каждый второй не вернулся. Мы, дети старшие, которые родились во время войны,
дети, которые родились сейчас. Вот. Помним, чтим, скорбим. Но пока мы живы, будем держать знамя высоко, чтобы вы все, подрастающее поколение, молодежь, тоже узнали, верили, и чтобы мы в дальнейшем побеждали везде и всюду. После короткого митинга возложения цветов в сельском клубе гостей ждет концерт самодеятельных артистов. Sizga zo'r-ehtirom bilan ta'mli ne'matlar tutdim. Sizning qadrli do'stlarni zo'rligimiz shu ko'nglidan ipi tuzak ovoz eshib ayda o'ltirib turdan. Ранним утром следующего дня экспедиция покидает Мини-Устамак и берет курс на село Уршакбаш-Карамалы, родину героя Советского Союза Минигали Губайдуллина. Мороз, температура около 20 градусов. Но тут еще и крепкий ветер в лицо. Однако красота пейзажей вокруг компенсирует все неудобства. Башкирия моя, мои поля, леса и реки, мой соловьиный край. Мне жаль того, кто здесь ни разу не был. Мне жаль того, кому не пел курай. Вот это наша родная земля, Башкирия. До пункта назначения нужно преодолеть порядка 75 километров по сильно пересеченной местности, лесным горам. Некоторые препятствия приходится одолевать с большим трудом. Тем не менее, экспедиционеры успешно прошли самый трудный участок маршрута. Снегоходы въезжают в родное село Минигали Губайдуллина. Отдав дань памяти и уважения герою у его монумента, участники экспедиции посетили музей Минигали Губайдуллина. Конечно, такие мероприятия очень важны и нужны, потому что молодежь должен знать, как воевали их отцы и деды. Они должны об этом помнить. Вот эти энтузиасты, они посетили наш музей. Для нас это тоже очень важно. Потому что у нас музей посвящен герою Советского Союза Минигали Хабибулловичу Губайдуллину. Более 300 километров по снежному бездорожью за 3 дня. Такой нелегкий путь проделали участники экспедиции во имя высокой цели. С каждым годом та страшная война на выживание целых народов все дальше и дальше в нашей памяти. Важнейшей задачей нашего поколения является сохранение этой памяти и ее передача последующим поколениям. Вот цель наша достигнута. Почему она достигнута? Потому что мы со знаменем победы прошли от Кляшева, деревни, родина Мустая Карима, героя социалистического труда, орденоносца, участника Великой Отечественной войны, и пришли вот к такому легендарному Минигали Губайдуллина. Я сегодня был удивлен, что в Башкирии, оказывается, и Александр Матросов, рядовой солдат, закрыл амбразуру. И Минигали Губайдуллин, первый в Советском Союзе офицер, который закрыл тоже амбразуру своим телом. Этими людьми надо гордиться, надо пропагандировать, рассказывать надо всем. Особенно, конечно, рассказывать детям. Мне понравилось вчера выступление комиссара Миякинского района, подполковника, который сказал, что мы потеряли уже одно поколение, второе бы мало и не потерять. Каждый должен приложить усилия для того, чтобы это поколение, которое сегодня растет, чтобы она знала о подвигах отцов, о подвигах дедов. И, конечно, зная это все, человек никогда не совершит глупых ошибок. Подводя итоги экспедиции от героя к герою со знаменем победы, можно с уверенностью сказать, что своих целей ее участники достигли. Мероприятие не ради галочки и самопиара, а поступок, исходящий из сердца. Это маршрут, который идет от сердца. Я вам это искренне говорю, потому что я это сама переживаю. От героя к герою. Очень жалко, что мало мы знаем о наших жителях республики героев, но даже о тех, кого мы знаем, и идем со знаменем победы, мы детям несем эти знания. Вот это и есть чувство патриотизма. Вот эти имена, о которых мы говорим, Мустай Карим, Минигали Губайдуллин, и те, которые герои России. Вот вы знаете, каждому ребенку доносим знания, а музей, который сегодня завершающий этап вот нашего похода, наверное, как звезда. То, что яркое,
Вот посмотрите, какой живой музей. Здесь предметы, которым пользовались люди. Здесь предметы, которым пользовался Минигали Губайдуллин. Экскурсовод с душой преподносит, и это чувствуется, каждому донести, из чего складывается жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. До майских праздников активисты Русского географического общества планируют совершить еще 2 экспедиции, посвященные Дню Победы. Традиционный велопробег стартует в Деме от музея 112-й кавалерийской дивизии с финишем в столичном парке Победы. А в первых числах мая экспедиционеры отправятся в Ростовскую область по местам боевой славы башкирских кавалеристов. Наша традиция, добрая традиция продолжается. Всем больших успехов! В поселке Нугуш прошла 5-я спартакиада на кубок биосферного резервата «Башкирский Урал-2017». Организатором спартакиады стало Русское географическое общество и Национальный парк Башкирия. В спортивном празднике приняли участие 10 команд, в том числе Министерство экологии и природных ресурсов, Уфимского института биологии Российской академии наук, национальных парков и заповедников Башкортостана, Нугушской средней школы. Впервые в спартакиаде приняла участие сборная научно-исследовательского института безопасности жизнедеятельности. Настрой у нас очень боевой, хороший. Команда, я считаю, сильная, подготовленная. Самому старшему члену нашей команды 63 года. То есть у нас такая разновозрастная команда. Мы приехали сюда с большим удовольствием. Вчера у нас был хороший вечер. Мы пели песни, мы готовились, мы настраивались. Сегодня я считаю, что мы выступаем достаточно хорошо. У нас есть хорошие результаты уже по волейболу. Прекрасно сыграли наши девочки в шашки и шахматы. Более 100 участников спартакиады соревновались в стрельбе по мишеням из пневматической винтовки, участвовали в гонках на охотничьих лыжах, шахматных и шашечных турнирах, играли в волейбол. Самым зрелищным видом состязания стало перетягивание каната. Острая борьба развернулась между фаворитами спартакиады, командой заповедника Шульганташ и спортсменами Уфимского института биологии Российской академии наук. Бурзянцы уже несколько лет подряд не уступали кубок соперникам. Однако на этот раз уфимские ученые одержали по очкам чистую победу в командном первенстве. Команд все становится больше и больше, и профессионализм игроков, это видно. Мы последние 2 года занимали первые места в общем зачете. Кубок у нас вот 2 последних, 8 и 9 спартакиады. А в этом году мы уже чуть-чуть сдвинулись, получается. К уверенной победе свою команду привел ее капитан, директор Института биологии, доктор наук Василий Мартыненко. В 2 видах соревнований, шахматах и стрельбе по мишеням, он лично набрал максимальное число очков. Не уступили уфимские биологи и в перетягивании каната, одержали ряд побед на волейбольной площадке. По словам Василия Мартыненко, цель спартакиады не только пропаганда здорового образа жизни и спортивная подготовка, но и привлечение внимания общественности к процессу развития биосферного резервата «Башкирский Урал». И в данный момент она успешно достигается. Биосферный резерват – это большая территория, которая включает в себя 5 особо охраняемых природных территорий. Находится на территории частично 5 районов. Вот. И, конечно, развитие биорезервата, оно, конечно, связано со всеми этими ОПТ и со всеми этими районами. Естественно, вот это неформальное общение здесь, когда инспектора этих ОПТ, руководители, там, ученые, чиновники, да, общаются вот в такой неформальной обстановке, это помогает, так сказать, сплочению, так сказать, понимать друг друга лучше. Вот, потому что биорезерват – это не просто сохранение там какой-то, значит, уникальной природы, но это и развитие, социальное развитие в первую очередь. Этот год для резервата юбилейный. Нынешнее соревнование – только начало праздничных мероприятий. По словам директора Национального парка Башкирия Владимира Кузнецова, летом планируется проведение фестиваля авторской песни, фотоконкурсов. На территории национального парка строится визит-центр. Он будет сделан в виде гигантского пчелиного улья.
Кстати, изменилось в последнее время и отношение местного населения к охраняемым территориям. В этом году биосферному резервату Башкирский Урал исполняется 5 лет. За истекший период наработан определенный опыт взаимодействия между различными природоохранными ведомствами как республиканского, так и федерального уровня. Устанавливаются тесные добропорядочные отношения с местным населением. Реализуются проекты, направленные на поддержку местного населения, поддержку местных инициатив. В свою очередь, мы на сегодня уже чувствуем благоприятные отношения от местного населения к особо охраняемым нашим территориям. Того противостояния, которое наблюдалось в предыдущие годы, его становится с каждым годом все меньше. Победу на охотничьих лыжах среди мужчин награждается Лукманов Тимур, Уфимский институт биологии. В тройку сильнейших командных первенцев вошли сборная Института биологии, заповедника Шульганташ и Национального парка Башкирия. Спортивный праздник доставил огромное удовольствие и соревнующимся, и зрителям. От всей души все болели, и настолько была тягость к победе у всех команд. Молодцы, ребята молодцы, до последнего все постарались, до последнего отыграться, поиграть, выиграть, победить. Кстати, в будущем в список состязаний на спартакиаде планируется ввести новые виды спорта. Коррективы будут внесены и в положение о спартакиаде. Возможно, увеличится и число участников. Концертный зал Уфимского среднеспециального музыкального колледжа, привыкших к звукам рояля и виолончели, наполняют звонкие голоса детей, поющих на французском, в Республике Дни франкофонии. В рамках этого фестиваля прошел показ художественных фильмов на французском языке, французский диктант, мастер-класс французской кухни, конкурс бизнес-проектов, вечер французской поэзии. А теперь вот и фестиваль французской песни. Сегодня открылся конкурс французской песни «Фестишан-2017». Этот конкурс проводится регулярно, ежегодно в городе Уфе в рамках Всемирных дней франкофонии. Франкофония объединяет все страны, где говорят на французском языке, всех любителей французского языка и французской культуры. У нас в городе тоже существует региональная культурно-просветительская общественная организация «Альянс Францез Уфа», которая объединяет всех любителей французской культуры, французского искусства, французской песни.